И сәлеметсіз, хөрмәтле дуслар! В эфире ваша любимая программа «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях очаровательная ведущая программы «Татарстан хабарлары» Гулиса Исмагилова. И сәлеметсіз, Гулиса! И сәлеметсіз, Руслан. И сәлеметсіз, хөрмәтле тамашачылар. Руслан в гости с пустыми руками не приходит, поэтому вот телерадиокомпания «Татарстан. Новый век» дарит вам вот такой подарок замечательный. Нет? Нет, вы нам мстите. Вот такой подарок, да, здесь у нас самые авторитетные люди нашей республики интервью дали про наш канал, в общем, это там все наши нашего канала любимого. Да, в честь юбилея. И вот такие буклетики, там все ведущие наши, все руководители, очень раздашь группе, в общем, будете читать на досуге. И блокнот обязательно, чтобы рецепты записывать. Сколько самое интересное, да, вот тоже раздашь. Ну, свои. И вот, сейчас на улице жара, месяц июнь, так что самый главный плещ, чтоб да, сегодня на дворе хороший такой жаркий лето, и подарок как самое то. Ну что ж, подарки вручены. Да. Сейчас мы начнем готовить. И что мы будем готовить? Мы будем готовить сегодня шулпалы бялиш. Гелюса Исмагилова, ведущая программы «Татарстан хабарлары» на телеканале ТНВ. Родилась в деревне Апсабаш Высокогорского района Республики Татарстан. Гелюса – 4-й ребенок в семье. Окончила Казанский государственный университет, факультет журналистики. Во время учебы в университете пела в группе «Вечерняя Казань». По окончании учебы работала в газете «Вечерняя Отня». А с 1998 года Гелюса начала работать на татарском телевидении. «Татарстан хабарлары». Первые выпуски программы «Татарстан хабарлары» вышли в эфир 26 августа 2002 года. Сначала новости выходили в эфир 2 раза в день. Теперь всю информацию о прошедших в республике событиях телезрители узнают из 4 выпусков программы. Делают хабарлары 30 сотрудников – корреспонденты, продюсеры, редакторы, ведущие. Именно они каждый день оперативно и достоверно рассказывают зрителям телеканала «Татарстан. Новый век» о том, что произошло в политике, экономике, общественной жизни, культуре, спорте, знакомят с самой свежей информацией, поступившей от корреспондентов и по каналам информагентств. Так, Руслан, начнем сначала. Я вот тестом буду заниматься, да? А ты мясом. Да. Вот. Это, кстати, для теста сразу. Мука. Да. Что за мясо? Вот расскажи, мясом пожалуйста. должен заниматься мужчина, ты знаешь, Обязательно. наверное, да? Ну, я ходил, уже купил его. Молодец. А сейчас будешь резать. Ну, кубиками. Ну, как тебе 2 удобно. вида мяса мы сегодня используем. Да. Это утка и говядина. Можно и гусину, да, но сегодня у нас утка. Ничего страшного, это очень хорошо, да. Я все купил. Да. Ты начнешь, секундочку. а я... Это тебе для теста. Хорошо. Отличный посыл. Итак, мы начинаем готовить. Начинаем. Шулпалы бялиш. Шулпалы бялиш. Пока ты мясо режешь, а я займусь тестом. Надо масло растопить. Масло растопить, да? Да. Хорошо. Так, отлично. Для своей семьи, вот что готовишь дома? Для своей семьи я раньше очень много готовила пироги, всякие пирожки, все возможные. В общем, мучное. А теперь же мы уходим от этого. Овощи, вот и перец, помидорчики. И, в общем, мы теперь начали каши, салатики. Ну, мучного минимум. Раз в неделю, где-то вот в выходные. Так, водички я возьму. Это примерно вот так. Где-то стаканчик. Стакан воды? Стакан воды, да? Примерно так? Примерно, вот да. Так. Стакан воды. Потом сюда масло надо будет. Пусть пока растопится масло. Ага. Кстати, у нас лук кто будет резать? Мне так жалко тебя, всегда ты режешь лук. Почему? Я могу. Почему не продают пока пакет, где резанный лук уже чищенный? Нет, ну не проблема. Это для меня вообще не проблема. Ты мне доску дашь, я помогу тебе. Ну что, пока ты режешь, у нас же еще масло. Растапливается? Да, растапливается. Поэтому я могу. Держи. Сделаем сегодня исключение. Исключение. Да. Впервые за несколько программ последних Да. лук режет гость, а не я. Гость, да. Галиса, давай, режешь лук, плачешь и вспоминаешь свое детство. Детство вспоминаю. Детство у меня такое было. Какое? В деревне я выросла, да, в маленькой деревне. И, в общем, немножко скучно было, конечно. Я читала книжки, в библиотеку ходила, в соседнюю деревню. У нас в деревне вообще интернета не ничего. было у вас в интернете? Абсолютно. Какой интернет? О чем ты говоришь? Ну, ты шутишь, я поняла. Но у нас не то, что интернет, там у нас ни на коньках,
нельзя было ни речки, ничего. В общем, я просто читала книжки. А потом в 10-11 класс мы ездили в соседнюю деревню учиться. У нас, в общем, понял, да? В интернате жили зимой. А осенью, весной ходили пешком 6 километров от нас. А я всегда мечтала о лагере. В Артек я хотела попасть, но не было такой возможности. Но сейчас Хотя я талантливая была. Я там и комсорг, и председатель совета дружины, ну все уж как вообще, положено. Ты мечтала, что будешь работать на телевидении или нет? В детстве А вот какую профессию ты себя представляла? или агроном, или журналист. А журналист-агроном сразу почему тебе не нравится? Потому что, ну как, все вместе? Все вместе Сама не получается. сажаешь и сама про это пишешь, мне Да, кажется. да, здорово. Ну, просто мне не разрешили. Папа мне не разрешил. Он вообще не хотел, чтобы я и журналистом была, и агрономом. Они хотели, чтобы я медиком была, врачом. Говядину я у нас порезал на нарезано? мелкие квадратики. Мы это все складываем. А я буду лук туда. Ну и самый Всё интересный вместе, вариант, что делаем с уточкой. Тоже режем. Ну, конечно, да, Филе? мякоть. Да, филе. А остальное мы кидаем, бульон будет готовиться. Как раз нужно же шупала бялишке, потом немножко То есть будет мы это. берем мякоть, а из Да. костей сварим бульон. Да, бульон. Отлично. Все равно Отлично. понадобится. Я всегда так делаю на кухне одновременно. Потом супчик можно позже, уже на ужин. Сразу же надо планировать. Все блюда. Да, все блюда. Агроном я хотела, потому что у меня брат, младший брат, он агроном в деревне, он очень долго уже работает. Но, в общем, мы с ним ездили по полям, и мне очень нравилось, как вот, ну, на свежем воздухе. И вообще мне природа нравится, деревня нравится, я вообще не могу без деревни. И когда замуж выходила даже, только с тем условием, если мы будем жить или в деревне, или хотя бы в райцентре. Закончила вуз, я говорю, ну и вообще, я говорю, вот только с этим условием То замуж. есть, про тебя можно сказать, у нас сейчас есть бизнес-вумен, то Галюся у нас получается ауыл-вумен. Аул-вумен, да. Аул-вумен. Да. Отлично. И поэтому мы начали жить в райцентре. Я там работала в газете «Этметанла». Сначала корректором, потом они... Ну, я же очень грамотная. У нас на татфаке же татфак закончила. Кстати, говорят, что вот те журналисты, которые закончили татфак, лучше, чем журфак закончили. Ты это слышал? Я очень много раз Первый раз слышала. слышу. Чем Потому отличается? что они очень грамотные. Журналистики же нельзя обучить, ну вообще теория же нельзя. Это или дано, или не дано. Это вообще Ну, тогда мы тебя практика проверим, как приходит. правильно пишется, кушать или ашарга. Ашарга. Правильно, молодец. Конечно У нас же. татарская программа ответ ашарга. Да. Вот лучок. Руслан, посмотри, пожалуйста, там у нас как масло? Масло Чуть-чуть остыло уже? Готово, остыло, да. Оно остыло, да? Ну тогда сейчас я вот лучок дорежу, Еще один. а потом, да, потом уже картошкой потом займемся. Потому что нам надо тесто, чтобы немножко оно постояло. Галюся, ну все-таки расскажи, вот тебя как занесло в Казань-то? То есть любишь деревню, вышла замуж за деревенского? Не за деревенского, я с условием, мы поехали туда жить просто. То есть Ты вышла что? замуж за городского и уговорила его поехать в деревню? Да, только с этим условием. Это бывает Что? только в кино, друзья. Почему? И в жизни тоже. Я работала в газете, и они меня сразу журналистом взяли. Потому что я уже начала писать в это время, конечно, по этим фермам, по всяким этим мотаться и писать про доярок всякие там материалы. А потом у меня на декрет, ну и пошла в отпуск. И потом, когда я рожала в РКБ, у меня муж, ну бывший уже, но он взял да и все перевез. Все вот вещи. У нас там был москвич зеленый, да. Вот на этом старом москвиче все, что у нас было, он взял да и перевез. А я в это время уже на все была согласна. Я осталась в Казани, и здесь я привыкла к Казани, в городу только благодаря моему родному телевидению, потому что больше меня здесь ничего не держит. Такой волшебный канал. Абсолютно. Там уже полжизни проходит. Там. А сколько Поэтому проходит очень- жизни на кухне? На кухне нет, немного, Мы не так много. нарезали лук. Да, мы нарезали. 2 вида мяса. И сейчас кости мы... Кости мы давай кинем Так, туда. водичка вскипела, да? Руслан, передай мне, пожалуйста, масло, потому что у нас уже оно остыло. Давай я перелью его. Давай. Из масла мы сейчас будем делать тесто, да? Бисмиллях рахмани Да, рахим. бисмиллях рахмани рахим. Остыло? Ага, давай. Тут у нас водичка уже тоже остыла, поэтому ничего страшного с ним не будет. Мне теперь нужна соль. Так. Немножечко. Пожалуйста. Ложечку, Паша. будьте добры. Рахмет. Так, ну а Так. сейчас я нашу уточку. Да, тихонечко. Да, Бисмиллях выпускаю рахмани водичку. рахим. И этот бульон мы будем использовать в финале, да? Или в течение его В течение, приготовления? да, немножко, да. Итак, бульончик у нас готовится, и мы совсем скоро продолжим готовить наш замечательный Шупала шулпала бялиш.
Мы продолжаем готовить шулпалы бялиш, и сегодня у нас в гостях очаровательная телеведущая Галюся Исмагилова. Галюся, вместе с тобой мы приготовили начинку. Здесь два вида мяса, говядина, Еще не утка. готова начинка. Третий вид Нам- мяса – это лук. Нет, вот это начало такое, да? Здесь у нас бульончик из утки. Это Давай мы ты берем, займись, берем. пожалуйста, картошкой. А у меня сейчас масло тут стынет. Мне надо Основной уже начать. ингредиент любого бялиша. Да, это да, да. Картошка. Я начну все. Ну вот Тесто. тесто. Да. Можно просто так. Вот. Тесто, знаешь, из-за того, что там масло и вода, нет ни молока, ни яйца нет. Поэтому оно у нас В этом есть получается секрет этого как-то... теста. Да. Оно как будто песочное вот будет, да, и не будет прям кулая бушмы. Ну, И поэтому, попробуем, да. узнаем. Узнаем, Аллаберсан. Галюся, расскажи, как долго ты радуешься тому, что ты работаешь на канале ТНВ? Ой, как попала к нам, кто пригласил? У меня брат старший, он для нас авторитет. А у него друг Ифат Физрахманов. Знаешь такого? Он был директором нашей дирекции в свое время. И, в общем, он сказал, да, я тебя познакомлю. Познакомилась с Ильфат Физрахманом. Он взял, вот будешь ходить, если покажешь себя с хорошей стороны. Если будешь хорошим жена, ну, мы заметим, что есть. У тебя есть талант. Он даже Если что-то такое есть, мы возьмем на работу. Если нет, никакого блата, никакой поблажки не жди. Но многие, кто знают Ильфата Физрахманов, все знают, что он такой принципиальный. Он никаких поблажек, ничего такого я и не надеялась на это. А никто меня не собирается на работу брать. Я хожу как стрингер, вот так и ходил полгода. И потом уже, когда я собралась уходить через полгода, наконец-то он говорит, нет, ну вот давай там половину штата. Меня взяли в штат. Я начала работать с таким удовольствием. А потом был конкурс, да? Там, я помню, 250 человек, что ли. Слушай, мы заболтались. Дай мне, пожалуйста, кунат актасын. Давай, Да. а то меня белишь. Этот соль уберем подальше. Помогай. Давай. Держи. Бисмилляхи-рахмани-рахим. Вот так. Кстати, цвет теста у тебя такой получился оригинальный. Можно я посмотрю? Вообще шикарный цвет. А еще там сейчас дочищу, там, понимаешь, там вообще ничегошеньки не остается в посуде. Все так чистенько. И кулар вода ябышмы. Вот, тесто такое, видите? Вот. Мне Вот кажется, такое. залог любого мучного изделия – это вот тесто. Если Да, тесто да. получилось, и бялиш получится. Ну вот после конкурса, Галюся, расскажи, пожалуйста, вот ты уже 15 лет работаешь ведущей на нашем родном канале. Не надоело? Аллах шкар. Вот не было желания сменить профессию? Ты что? Нет, Руслан, никогда в жизни. Ну а давай Так, мы вот делим. на 10 лет назад вернемся, и сейчас вот выпуск новостей чем-то отличается? 10 лет назад. Ты что, как мы работали? У нас не было там еще ни компьютеров, ничего. Машинистка сидела, печатала Она печатала тексты. текст? Да, и мы в очереди стояли, журналисты. Я помню, когда у нас первый компьютер купили, да, и диски были, диски первые, помнишь? Компьютер такой огромный, горбатый, вот этот. И Фирдус Гималдинов первый напечатал текст там на компьютере. Я помню этот день до сих пор. Он такой радостный, да, это есть, свершилось. Это... И он такой, это первый раз вот Фирдус Гималдинов, ну вот сейчас, который вот генеральный директор ТРК. А сейчас условия, ты небо и земля, небо и Приходишь на земля. работу, компьютер разговаривает с тобой. Молодежь, да, конечно, молодежь Кофеварка приходит. делает кофе. Я говорю, да радуйтесь, как мы начали, как вы начинаете. Расскажи, Это вот щас- почему на 3 куска поделил тесто? Ну, это понятно, Шурслан, ну, это уж все Нет, знают. Для зрителей, которые первый для раз, зрителей, конечно. которые первый раз. Ну, вот это вот колпачок уж, вот побольше у меня получился. 1/3 И колпачок. крышка, 1/3 крышка, а вот это вот дно. 2/3 получается. Вот так вот. Ну, как обычно у всех. Галюся, вот 15 лет на телевидении, да, работа журналистом, семья замечательная. А какие-то увлечения, вот еще есть хобби какие-то, не знаю, вышиваешь, Ой, много танцуешь? всего. Ну, чего-чего не вышиваю. Скалку передай, пожалуйста. Ты знаешь, я пела. Со студенческих времен у нас была такая группа «Тюнге Казан». Наверное, многие знают и помнят. В это время еще диско-группы были только Айфара и мы, вот «Тюнге Казан». Но Нет, а зарабатывали на этом. Мы 3 кассеты, аудиокассеты выпустили. Представляешь? 3 альбома. Вот у нас песня, которую наш в это время руководитель сам сочинил, и песню, и стихи. Вот, сейчас я спою чуть-чуть куплетик вам. Так. Йылдызлардан эзләп таптың минем, мин күкләрдә йөзәм хәзердә. Эзләп табып бәхетле мин дидең, син бәхетле сизәм хәзердә.
Айлы юлдан тыман ярып алыға барам. Йылдыз кебек яқты бүген юлларым. Тыныш түнні сискендіріп, йылдызларны тибрендіріп, түнгі қазан сибен нурларын. Руслан, давай мне сковороду. Так, у нас все готово уже, да? Ну, Первый почти. большой круг есть. Да, давай. Так. Так, Ну, здесь, наверное, все стандартно. Сковороду мы смазываем да. подсолнечным маслом. Подсолнечным маслом. Моя. Қанатың бар мысың? Все, у нас все есть. Қанат есть, Как да? в Турции. Только у нас современный канал. Да. Так, все, сейчас. Так. Тихонечко. В начиночку добавляем перчик. Ой, Ты за? таба такой большой. Гулиса, ты сегодня мне подарила вот книжку в начале программы, да? Ага. Где издан рассказ твоего сына. Да. У тебя сын тоже будет телеведущим, раз уже на таком этапе талантливый рассказ Знаешь, пишет? я хотела бы, конечно, чтобы он, да, был журналистом. Он хочет стать психологом. Психологом? Я ему говорю, не помешает, одно другому не мешает. Можно же и психологом быть, одновременно и писать, и все. Все вот это вот дело. Ты сейчас начинку сюда, да? Ты Да. посолил? Посолил, поперчил. Я не проконтролировала, нормально? Рахим сказал. Ну, я тебе верю. Все готово. Ладно. Ага. Сын у меня не только пишет рассказы, он у меня еще песни сочиняет, всякие композиции, творческие вечера проводит, друзей собирает, Сколько ему лет? полные залы. Представляешь, 17 лет. В 17 лет уже? Альхамдулилля, он такой. Передаем ему привет. Как зовут? Азат. Сингабик Жусалям, молодец. Так держать. Знаешь, Закрываем. тут я немножко чуть не рассчитала, но у вас сковорода очень большая, у меня поменьше. Поэтому краешки вот эти вот, ну ничего страшного, все съедобно будет. Ну, каждый должен заниматься своим делом, а так вообще-то будет все равно вкусно, Аллах берса. Поэтому я же не повар, правильно? Понимаешь, когда в Телеведущий. начинке два вида мяса. Да. Беренге, суган, беляш в любом случае одно будет Кстати, вкусным. обязательно я забыла сказать, лука побольше. Чем больше, тем вкуснее. А И какие, мясо. кстати, ты виды оригинального беляша знаешь? Оригинального беляша? Ну вот беляш с полбым и готов. Сердцем, да, я слышала, но я не готовила. Мы очень часто готовим с внутренностями гусиной, всякие там ножки. Гусиные потроха. Да, потроха, да. Вот это очень вкусно получается. Вот эти вот все кулинарные таланты, да, у меня от мамы. Но у меня все равно, как у нее, не получается. Вот у нее тесто катмый, емшак болып тұрау. И все удивляются. Вот. И отверстие осталось Да, сделать? отверстие, да. И вот тогда крышки обычно, вот как правильно. Вот такой красивый, большой, замечательный телевизионный беляш, так его назовем, когда два ведущих канала ТНВ работают. Беляш называется телевизионный. Готовится он примерно 2 часа, да? Да. Через час не забудьте бульончиком. Да, через Дорогие час зрители, надо будет, да. достаем беляш из Бульончик. духовки, наливаем туда примерно, На глаз на тоже глаз, где-то. на глаз. Стаканчик, может быть, Все в полтора. татарской кухне на глаз происходит. Чем больше, тем лучше. Ну, давай. Так, бисмилля, это отправляем наш замечательный Аллах шелковый вообще беляш так. в духовочку. Подождем и ждем. попробуем. Растопили на сковороде сливочное масло, немного остудили. Влили растопленное масло в воду, посолили и, постепенно добавляя муку, замесили тесто. Разделали утку. Из костей поставили вариться бульон. Мясо и картошку нарезали кубиками. Репчатый лук мелко. Соединили все ингредиенты начинки, посолили, поперчили и тщательно перемешали. Тесто разделили на части в соотношении 1 к 2 и раскатали. На дно сковороды, смазанной растительным маслом, выложили шулпалы беляше. Больший пласт теста – донышко беляше. Заполнили начинкой, накрыли крышечкой и залепили края. В центре сделали небольшое отверстие для бульона, которое накрыли пробочкой из теста. Беляш выпекали в духовке 2 часа. В середине приготовления добавили бульон. Вы не успели записать рецепт нашего блюда? Не расстраивайтесь. Мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Заходите на нашу страничку и готовьте вместе с нами. Ну что, дорогие друзья, 2 часа в компании с Гюльсой прошли незаметно, и беляш готов. Шулпале беляш. Открываем. Успели подружиться. Так, давай. Бисмиллах рахман рахим. Напоминаю, ровно час Опа. назад мы добавили в наш беляш бульон. Бульон. Да, пожалуйста. Проходите.
Ой, какой аромат. Жалко, что через телевидение нельзя аромат передать. Так, Ну здесь всё. лопаточка. Здесь лопаточка. Вот. Давайте мне ножик. И И угощай режем. уже. Вот посмотри, Руслан, какой он беляш, такой мягкий. Обычно же беляши у них камера другой бывает в деревнях. Вот этот рецепт мало кто знает, честно. Все удивляются, когда в гости После нашей приходят. программы. Давай ты не тарелку, я тебе прям туда вот с лопаточкой. Это как... Я очень уважаю мужчин. Мужчины всегда они. То есть У нас, да. мужчинам верхушки, Абсолютно, и внутренность это верхушки. тебе, я так понимаю, да? Ладно, спасибо хоть на Ну этом. ладно, так и быть, я тебе немножко там положу пару, да. Вот давай. Так, сюда Видишь? еще будем? Да, Ой, а сколько конечно. бульона-то внутри. Так я же тебе говорила, очень хорошо, когда бульона много. Видишь, ароматный, сочный такой будет беляш. Мне сегодня еще вести новости Алла Берса. Поэтому все по чуть-чуть, да? По чуть-чуть, да. Вот так вот. Так, Пробуем? пробуем. Я вот кусочек теста возьму Бисмиллах рахман рахим. С картошечкой. с картошечкой. А я думала, да, картошку хорошо порезал. Нарезал. Гулюся, я полностью согласен. Секрет твоего беляша в тесте. Потому Мясо что, тоже? ну, мясо, оно у всех, но Отлично. тесто у тебя замечательно и тает во рту. Вообще. Кадры Дуслар, не пожалейте времени и обязательно попробуйте приготовить беляш именно из такого теста исключительно. Рецепт Молодец. сестры. Бизур рахмет сізге, құрметті тамашашылар, Татарстан хабарларына келіңіз. Бізде түрлі рецептлар белән журналистлар шундый бәлешләр әзерли. Карагыз Татарстан хабарларын. Гулься, тебе еще раз Бигзур Ахмед за то, что Бигзур пришла к нам, Ахмед сізге. нашла время, приготовила такой вкусный, замечательный беляш. Как говорится, до новых встреч и ошларгес тамле булсын. Мы готовили сегодня, друзья, для вас с очаровательной ведущей нашего канала ТНВ Гулюсей Исмагиловой. Смотрите Спасибо нас большое. каждую неделю. Сау. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.